Всем привет! Мы приступаем ко второй части нашего гик-путешествия, и первым местом, о котором мы сегодня расскажем, стал музей советских игровых автоматов. В конце 2000-х годов московские гики начали собирать наследие Советского Союза, находя эти автоматы в самых разных местах. Было потрачено много усилий на их восстановление, так как редко их можно было найти не в убитом состоянии. Так и появился музей советских игровых автоматов. Сначала в Москве, а потом и в Санкт-Петербурге. В Питере музей появился в 2013 году. На данный момент в его экспозиции 60 рабочих автоматов. Музей полностью интерактивный. Сыграть можно в любой автомат. Сафари. Здесь вам предстоит играть за всадника, который скачет на лошади с препятствиями и должен поразить животных, которые двигаются на 3 разных высотах. Помимо этого есть и другие стрелялки. Например, снайпер, который представляет собой обычный тир. Или морской бой. Название описывает весь смысл игры. Есть также и симуляторы гонок. Магистраль, где надо управлять автомобилем с помощью руля. У этого автомата есть даже несколько режимов, например, мокрая дорога или ночь. Симулятор Вираж, где надо проехать по кольцевой трассе. У этого автомата помимо руля есть педали газа и тормоза и переключатель скоростей. Также в наличии аркадная игра «Конек-горбунок». В ней нужно собрать как можно больше яблок и пройти все уровни. Управление несложное, рычаг и 2 клавиши, которые позволяют главному герою прыгать, пятиться назад, идти вперед, наносить удары, ложиться. Этот автомат стал моим фаворитом, наравне с Сафари. Репка. Этот автомат силомер. Тянем рукоятку и узнаем уровень силовой подготовки. Дается несколько попыток. Я была несколько раз мышкой и 1 раз собралась силами и стала кошкой. А это автомат Зонд. Аналог нынешних автоматов с игрушками. Если повезет, то можно достать вкусняшку. Также в музее есть небольшой лекторий, который позволяет провести разного рода гиковскую движуху. В этом же зале находятся и старые зарубежные приставки, например, Sony PlayStation 2. Следующую остановку мы совершили в K-pop кафе Nowadays, которое открылось совсем недавно, в сентябре этого года. Здесь тебя уже на пороге встречает кей-поп музыка и ростовые фигурки айдолов. Повсюду развешаны плакаты, а на полках официальный став артистов. Выглядит кафе как комната мечты фаната кей-поп. Напитки и выпечка там тоже особенные, с отсылками. Кофейные напитки, например, могут носить названия Pink Princess, Sugar Daddy, RM, Stray. Угадайте, кому какие отсылки. А еще в подарок при заказе дарят карточки с участниками разных групп на ваш выбор. В кафе проходят конкурсы, акции и ивенты к дням рождения мемберов. Например, средства, вырученные в день рождения Чимина из BTS, пошли на благотворительность. Здесь также проходят просмотры концертов в прямом эфире. Я ходила туда на прямой эфир последнего концерта BTS. Это было очень атмосферно. А еще там можно приобрести официальный став из Кореи и альбомы. А жареных гвоздей не хочешь? Я спросил, жареных гвоздей не хочешь? Нет? А вы хотите жареных гвоздей, которых любезно предлагал Рафаэль их вечному врагу Шредеру? Тогда вам определенно нужна крем-пицца. Здесь есть и гвозди, и пицца по необычным рецептам Микеланджело. Например, пепперони с маршмеллоу, 84 сыра и пицца с хот-догами. И еще великое множество самых невероятных пицц. А за пиццей это можно мутагеном, который по вкусу напоминает тутти-фрути. Изначально это задумывалось как временный проект. Кафе в стиле мультсериала по черепашкам на одном из гик-фестивалей Питера. Результат так понравился людям, что в итоге в самом центре города открылось это заведение – Крэнк Пицца. Кафе оформлено в стиле классических нью-йоркских пиццерий 80-х. Неон, комиксы, приставки. И все это сверху приправлено отсылками к черепашкам-ниндзя. Особенной фишкой кафе являются аркадные игровые автоматы с огромным выбором игр. Сыграть в них может любой посетитель.